Вот за 2 часа успел поймать. Такой небогатый улов показывает казанский рыбак Марат Миргалиев. Сегодня он удил рыбу на Волге. Как говорит, в последнее время река не радует. Рыбы меньше стало, да? Сечи ставят всякие. Говорят, что отходы сливают. Как говорят специалисты, ежегодно воздействие людей на Волгу становится все больше. Сейчас на ее берегах построено больше десятка крупных гидросооружений, а население волжских городов уже превысило 15 миллионов человек. Но, собственно, пример антропогенного воздействия. И это еще не считая того мусора, что валяется на берегу. Спасать Волгу будут по нацпроекту «Экология». Уже запланировано более 40 различных мероприятий. Это обновление частных сооружений, подъем со дна затонувших кораблей и озеленение берегов. В рамках оздоровления Волги мы должны уменьшить до 30% выброс. То есть проблема дальше, она еще есть такое понятие самовосстановления водных объектов. Поэтому Волга, она должна уже сама справляться. Лучше собираются и всю экологию Татарстана. В этой сфере национальный проект запустит работу и даст денег в 7 федеральных программ. По ним будут рекультивировать свалки, строить объекты для переработки мусора, модернизировать водопроводы и обогащать животный мир. На это в республике выделят свыше 8 миллиардов рублей, больше половины денег из федерального центра. На что их потратить должны конкретизировать муниципалитеты, от них ждут список проблемных мест. Просто-напросто не предоставили своевременно проектно-сметную документацию, не вошли в экспертизу и таким образом лишили себя возможности решения этого важного вопроса для жителей своих районов. Помочь направить этот национальный проект в нужное русло призывают и общественность. Добавим, что всего нацпроектов 12. На их воплощение отведено 6 лет. Дмитрий Арин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.